Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 января по 3 февраля 2020 года для козерогов. На колоде Таро посмотрим отношения, работу, финансы. И на колоде Циканский оракул посмотрим совет на неделю для козерогов. Сначала карта на главные события недели. Выпадает карта. Шестерка кубков. Две карты на отношения. Это для тех, кто в отношениях, для тех, кто ищет партнера. Три карты на работу для тех, кто имеет уже работу, для тех, кто ищет ее, и для тех, у кого свое дело. И карта на финансы. Сначала посмотрим основные энергии недели. Что-то очень приятное возвращается в вашу жизнь. То, что было потеряно, то, что казалось уже никогда не вернется, оно вдруг находится, возвращается. Это могут быть люди, обстоятельства, события, работа, какие-то финансовые источники. Здесь действительно что-то очень приятное. То, что вот вас, может быть, грело, да, вот долгое время. То есть вы в своих воспоминаниях хранили что-то теплое, доброе, да, или просто радостное, и вот на этой неделе это может возвращаться. Кроме того, шестерка чаш – это карта, которая говорит о том, что может быть радость по поводу каких-то неожиданных событий, может быть даже связанных с деньгами, возвращением долгов или выплатой долгов. Здесь могут быть события, связанные с какими-то важными документами, бумагами. В общем, здесь действительно что-то такое очень важное для вас происходит, то, что вас будет радовать. Давайте теперь посмотрим, что будет у козерогов в отношениях. Для тех, кто в паре, выпадает принцесса мечей. Карта говорит о том, что нужно будет на этой неделе не предпринимать никаких важных действий, серьезных решений не предпринимать, для того, чтобы либо решить вопрос, связанный вот с партнером, допустим, вам нужно о чем-то поговорить, решить какие-то вопросы ваших обязанностей вот в вашей паре, либо вопросы, связанные с работой, либо вопросы, связанные с какими-то вот острыми моментами в ваших отношениях. Вот на этой неделе лучше всего не предпринимать никаких резких движений, да, лучше всего подумать, взвесить, собрать информацию, может быть, поговорить или, допустим, подумать, как вам лучше этот вопрос решить. То есть не нужно ничего предпринимать, нужно подождать. Либо ситуация сама развернется к вам как бы той стороной, которая вам нужна, либо вы примете решение, чтобы вот точно решить ситуацию, чтобы как бы ничего не испортить. Карта говорит о том, что могут быть такие обманчивые настроения на этой неделе. И если им поддаться, то можно наломать дров в отношениях. Поэтому желательно просто присмотреться к своему партнеру, к себе, посмотреть внимательно, что вам мешает договориться, что вам мешает друг друга понять, или что вам мешает в решении каких-то важных вопросов, связанных, может быть, там, с документами или еще что-то такое, что вот вам мешает друг с другом как бы в ладу жить, да, чтобы, может быть, у вас здесь решаются вопросы, связанные с недвижимостью. Может быть, вы не чувствуете опоры в своем партнере, поддержки, да. И вот карта все-таки говорит не спешить. Сначала хорошенько подумать, присмотреться ко всему, да, потом только делать выводы какие-то, видимо, уже на следующей неделе. Скорее всего, здесь вот у нас мечи, это масть очень быстрая, она как бы проходит быстро, да, вот эти настроения по этой масти проходят очень быстро. Скорее всего, у вас вообще все пройдет само собой, и уже на следующей неделе у вас будут прекрасные возможности, чтобы решать вот все те вопросы, которые у вас стоят. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта девятка чаш. Это карта исполнения желаний. Либо можно встретить партнера на какой-то вечеринке, на празднике, на каком-то юбилее, либо это может быть просто
встреча друзей каких-то. В общем, все что угодно, когда люди собираются вместе, да, вот все эти мероприятия нужно посещать. Действительно, вот есть возможность исполнить все ваши желания. То, о чем вы мечтаете, кого вы мечтаете встретить, какого человека, чтобы вот действительно он был вам по сердцу, по душе, чтобы у вас были общие интересы и так далее. Да? То есть есть возможность, даже вот у нас здесь изображена Божья коровка, которая у нас является символом исполнения желаний. И кроме того, это девятка. Девятка – это окончание периода. Вы, скорее всего, уже как бы давно ищете человека вам подходящего, и вот есть возможность действительно этот процесс завершить, найти его, встретить нужного партнера. Работа для тех, кто уже имеет работу, для тех, кто ищет работу и свое дело. Для тех, кто имеет работу, есть здесь возможность получить какие-то очень важные результаты, признание, премии. Здесь может быть какой-то действительно вот окончательный результат, которого вы так ждете. Может быть, долго даже ждали, долго вкладывались в это. А также карта говорит о том, что, может быть, кто-то из вашего окружения, может быть, это руководитель, будет слишком привлекать к себе внимание, да, и будет требовать там неукоснительного исполнения каких-то приказаний, да, и так далее. То есть вы можете это неадекватно воспринимать. Но карта говорит о том, что здесь лучше приспосабливаться не стоит, потому что здесь вот вода у нас на карте, да, не стоит слишком как бы резко реагировать, потому что ну, скорее всего, вот эта ситуация, она быстро пройдет, как вода утечет, да, и вы своих целей достигнете. То есть не нужно обострять отношения. У вас может быть какие-то поступления денежные на этой неделе. Может быть, небольшие такие, допустим, но в сумме будет получаться довольно-таки неплохо. Кроме того, здесь вот у нас на карте изображена ночь. Это значит, что какой-то сложный период подходит к концу, и у вас действительно здесь может быть улучшение какое-то, повышение в должности, на вас могут обратить внимание, вы можете начать больше зарабатывать, какие-то вопросы важные проясняться, проекты завершаться. То есть действительно вот результат можно получить. Карты старшего аркана – это вот действительно возможность выхода на новый уровень. Причем это повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Важная неделя. Для тех, кто ищет работу, десятка мечей говорит о том, что ваши усилия, потраченные на трудоустройство, они наконец-то дают результат. Все подходит, вот этот период, когда вы не могли найти подходящую вам работу, подходит к концу. И действительно здесь открываются для вас новые возможности. Тоже ждет завершение периода и начало нового. То, что вы хотели, посмотрите, вы очень много здесь искали, очень много ждали, привлекали внимание к себе. И вот теперь пришло время, когда наконец-то вас заметят, когда вы получите свое. Здесь вот луна уже полная, да, и действительно здесь вот исполнение желаний. То есть вот эти карты очень похожи, только здесь она на более таком низком уровне, когда от нас все-таки зависит многое. То есть нужно обязательно доводить дело до конца, не нужно бросать на полпути. Если вот по этой карте у нас события уже сформированы, и они должны произойти, то здесь от нас зависит еще, да, здесь мы действительно должны как можно больше информации о себе давать, узнавать информации о тех организациях, в которых бы мы хотели работать и так далее. То есть здесь вот все вот мечи, они направлены на нас, да, то есть нужно завершить этот процесс, довести его до конца, тогда будет результат. Для тех, у кого свое дело, выпадает пятерка мечей в эту позицию, карта говорит о том, что могут быть какие-то противостояния, может быть, среди ваших конкурентов будет какая-то вот такая борьба, да,
Может быть, это просто повышение вашего профессионального уровня, добавочное какое-то обучение. Вот вы опыта набираетесь для того, чтобы вот в дальнейшем как можно лучше своим делом руководить, как можно больше быть эффективным в нем. Также карта говорит о том, что здесь растет наша самооценка, растет наш опыт и уверенность в себе. Проходят какие-то, может быть, очень такие острые ситуации на этой неделе, но самое главное здесь их использовать себе на благо, на пользу. Эта карта говорит о том, что вот мы сейчас вот на этой неделе какой-то путь свой выбираем, именно индивидуальный, когда мы отказываемся от каких-то общепринятых правил и действуем так, как вот нам подсказывает наша индивидуальность, наш разум, да, вот то, что в нас есть особенного. В общем, здесь действительно идет такая перемена, может быть, сложная будет немного недели, но очень эффективная в плане того, что мы в своих глазах вырастем, сможем как-то вот перешагнуть через какие-то рамки, которые раньше не давали нам развиваться. Да? Может быть, застой какой-то был, а здесь вот такой прорыв. Теперь посмотрим финансы. Финансы для козерогов. Выпадает замечательная карта «Умеренность», карта, которая говорит тоже о расширении границ. Значит, те финансы, которые у вас были раньше, да, они уже как бы стали для вас привычной нормой, да, вот именно определенное количество финансов. И на этой неделе есть возможность выйти за пределы за эти, подняться выше, то есть заработать больше. Есть возможность помощи со стороны, есть возможность покровительства. Можно научиться чему-то такому, что будет давать деньги. Можно получить, допустим, реализацию каких-то своих услуг, товаров и так далее, может быть, за пределами привычными, то есть как-то вы расширяете свои возможности, расширяете свою деятельность, естественно, и денег становится больше. Здесь вот за спиной у фигуры горы, да, то есть здесь действительно у вас будет такой рост. Это возможность расти дальше. Причем есть люди, которые вам готовы в этом помочь. И вообще вот эта карта успеха, то есть в деньгах будет просто вести. Неплохо, конечно, соблюдать меру в тратах и в прибыли, да, то есть расходах и доходах. И, конечно же, вот карта говорит о том, что можно кому-то помочь, если, допустим, это необходимо, да, вот есть возможность у вас действительно помочь, что для вас лишь только на благо скажется. Так, теперь цыганский оракул. Посмотрим, какой совет дадут карты. Ну и совет у нас здесь подарок. То есть нужно готовым быть к тому, чтобы принимать от жизни какие-то очень важные, ценные подарки. Это может быть связано действительно с какими-то предметами роскоши. Это может быть связано с домом, недвижимостью, с людьми, с которыми мы рядом живем. Это может быть связано с какими-то, может быть, открытиями духовного плана. Допустим, мы понимаем, куда нам идти, или мы понимаем свое предназначение, или понимаем, откуда еще могут к нам прийти деньги, да, то есть источник нового дохода может открыться. В общем, здесь действительно все, что мы считаем важным, ценным, это может касаться материального, это может касаться духовного, на этой неделе может прийти, и к этому нужно себя подготовить, потому что очень часто, когда нам жизнь что-то дает, мы можем от этого отказаться, потому что не готовы к этому. Вот карта говорит о том, что нужно быть готовым и замечать во всем и во всех людях, замечать что-то важное, ценное. Во-первых, очень важна благодарность на этой неделе тем людям, которые помогают жизни просто, да, за то, что она нам дарит. И также карта говорит о том, что нужно ценить себя, ценить то, что мы уже сделали, то, что мы построили в своей жизни, то, что мы создали, то, что нас окружает, это нужно ценить. Это раз, и нужно ценить себя,
свой опыт, свои достижения, свою личность. И нужно делать все, чтобы стать как можно лучше, богаче, красивее, совершеннее и так далее. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!